Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, что же изобрели? Женщина-ученый задалась этим вопросом. Вот что обнаружила: программное обеспечение, посудомоечная машина, система охраны дома, игра «Монополия». Но это вот то, что пришло в голову и в поисковике на первый раз. Об особой роли женщин свидетельствуют в науке и события последних лет. Из 18 разработчиков российской вакцины против ковид «Спутник» 8 женщин, а из 6 создателей вакцины «Ковивак» половина представительниц прекрасного пола. Много ли на самом деле женщин-ученых в Казани? Как они приходят в науку и как пытаются изменить мир к лучшему? Об этом сегодня говорим с нашей замечательной гостьей. С удовольствием я представляю. Ирина Гузельбаева, доцент кафедры философии и истории Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана, кандидат исторических наук, председатель Совета молодых ученых и специалистов города Казани. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Вот как пришли в науку для начала, да, вопрос? Потому что мне сложно представить, что девочка с бантами в юбочке бегает, я стану ученым, и говорит об этом родителям. Да. О чем мечтали и как стали? Да, конечно, в детстве было много идей, много мечтаний, но именно в детстве и было знакомство с произведениями Конан Дойла, и излюбленным персонажем стал Шерлок Холмс. Его стремление к познанию, к тому, чтобы разгадать поставленные загадки, поставленные задачи решить, вот это, конечно, привлекало и стало во многом путеводной звездой. То есть он проводил расследования, а научные исследования — это тоже схоже с расследованиями. Сколько лет вам было, когда вы определили, что я хочу посвятить себя науке? Сложно сказать именно конкретно по возрасту, но мне было интересно была именно интересна мне история, и были идеи, что я хочу связать жизнь именно с этим. Ну, а более ясно это уже осознавалось к старшим классам, что хотелось бы преподавать историю. Хорошо, про историю мы поговорим чуть позже, но у вас же, вы можете сказать, что из династии ученых, я правильно понимаю? В определенной мере, да, есть имена, кем я, конечно, горжусь в фамильной истории. И это в первую очередь дедушка Вишневский Всеволод Владимирович. Он был отличником первого послевоенного выпуска КИКСа, тогда еще Казанского института инженеров коммунального строительства, ныне это КГСУ, строительный университет. Участник Великой Отечественной войны, прошел всю войну и восстановился на первый курс уже после войны, и большую часть жизни преподавал, был деканом строительного факультета. И тоже посвятил себя науке, мы так понимаем. Да, и до чуть более 80 лет ему было, он до этого возраста преподавал. Не стало его, когда ему был 91 год. Также путь продолжил дед? Это дед, да, как дед, раз. Да, брат. А прадед... можно брат еще есть у деда, брат да? Пошел брат деда, Вишневский Владимир Владимирович, был известным математиком и преподавал в КГУ имени Ульянова Ленина. Хорошо. И также тетя деда, Анна Александровна Вишневская, она была химиком, и у нас в семейных архивах хранятся свидетельства на изобретение 50-х годов. Ну, в общем, это можно, наверное, сравнить с патентом или с фиксацией своих изобретений. Да. А кто сегодня для вас кумир в науке, то есть кроме ваших родных? Тоже можно обратиться сначала и к истории. То есть, конечно, в истории восхищают такие личности, как Ломоносов, Лобачевский. Из ученых женщин был вопрос об ученых женщинах. Это академик Милеция Васильевна Нечкина. Ее жизнь, более того, связана была и с Казанью. Она не просто была исследовательницей, она просто изучала историю декабристов, она еще и эмоционально воспринимала все происходящее и это передавала в своих дневниках. С особой теплотой она, можно сказать, относилась к научному делу, да и вообще ко всему происходящему. И Ключевский, из исторических деятелей.
И все-таки согласны ли с тем утверждением, что женщина в науках сложнее, что мужчинам проще? Или вы считаете, что это такой стереотип, шаблон, не имеющий права на жизнь? Нельзя сказать, что это стереотип, но можно сказать, что это то, что было в истории, и то, что в историю уходит. То есть сегодня мы можем сказать, что женщины практически на равных. И из... Ну вот данные Росстата, например, Ирина, из общей численности профессорско-преподавательского состава 58% женщины, среди кандидатов наук женского пола 42%, докторов наук 27%. А в Казани много ли девушек-ученых, то есть, учитывая, что вы возглавляете Совет молодых ученых и преподавателей? Точную статистику не скажу, но если брать именно Совет молодых ученых, то да, представительницы прекрасного пола, конечно, есть. И притом это люди чаще всего технических специальностей, что тоже может показаться с первого взгляда странным. Вот. Но, конечно, представители есть. И в Совете молодых ученых 14 вузов, 3 научные организации. И нельзя сказать, что преобладание парней. По гендерному принципу идет такое разделение. Да, да. Интересный факт, что вот как изобреталась посудомоечная машина, да, это американка Джозефина Кокрейн, она любила принимать гостей, после этого начинала мыть посуду, прислугу у нее точнее, и постоянно посуда билась. Под конец человек, в общем-то, не выдержал и создал то, что сегодня облегчает нам жизнь. А вот вы, когда... Я понимаю, что у вас направление история, да? Но, в принципе, что вами движет, когда вы что-то исследуете и к чему-то стремитесь? Вообще, что происходит в сознании? Как это изобретается? Ну, не яблоко же падает, да? Ну, конечно, да. То есть есть определенные цели, определенные задачи и определенные, так скажем, лакуны, как говорят иногда еще белые пятна. И задача исследователей, в том числе социогуманитарного направления, направлять свое внимание на то, чтобы этих белых пятен становилось меньше. И это действительно интересно, это захватывает, и складывается определенный пазл, когда понимаешь, что вот какой-то частички не хватает, нужно найти материал, корректно сопоставить и сделать корректные выводы, обращаться к источникам, к первоисточникам, в моем случае к материалам архива, то есть в ходе диссертационного исследования, да и впоследствии я обращалась к архиву, Национальному архиву Республики Татарстан, в Москву ездила. А каким проектом больше всего гордитесь? Я не знаю, вот о каком белом пятне бы так интересно, что было бы интересно такой широкой аудитории? Ну, пока имеющиеся результаты, они, в принципе, изложены в диссертации и в статьях. Сейчас, можно сказать, есть определенная пауза. И пока ищу новую тему, и нахожусь на паузе, потому что изучаю самую сложную, я думаю, науку, это материнство. Науку, да. Ирина умудряется совмещать и общественную работу в Совете молодых ученых и преподавателей, да, и заодно воспитывает 9-месячную, точнее, дочку Мирославу. Но при этом посмотрите, насколько сегодня ваше научное направление, насколько востребована, да, отечественная история России с новейшего времени, с 20 века. Насколько сегодня, вот при изменениях, в принципе, да, в стране, геополитических изменениях, сегодня издаются новые учебники по истории. Насколько сегодня это ставит какие-то, дополнительные, я не сейчас говорю, наверное, не вызовы, а, возможно, обнажает проблемы, которые поставляют вот эти новые изменения в жизни? Конечно, проблемные точки в истории, они были всегда. И вопрос интерпретации, он тоже актуален. И учебники корректируются, переиздаются. Это вполне такой естественный процесс. Но это проходит большое обсуждение, и привлекаются ведущие специалисты. Поэтому, а теперь достаточно преподавателей, достаточно ли ученых, которые, в принципе, могут сегодня преподавать в тех же вузах при увеличении такого объема исторической науки? Да, вот возникла интересная ситуация, так как увеличиваются часы, именно предметы истории для негуманитарных специальностей, то, да, в некоторых вузах возникает и нехватка преподавателей.
То есть сегодня как никогда вы востребованы, я так понимаю. 2022-2031 года в России — это десятилетие науки и технологий. Мы понимаем, что в эпоху и беспрецедентных санкций сегодня разговоры о технологическом суверенитете. Понятно, что нужны техническая революция, прорывы, да? Но вот понятно, что большой объем работы приходится на ученых. По доле молодых ученых Татарстан с цифрой 60% уже далеко среднего значения по стране, да, который составляет 44%. Но как вы считаете, каким образом стоит вообще молодежь привлекать, вовлекать и популяризировать науку, и привлекать их стать ученым? Да? Или вообще это такая глупая затея абсолютно, и человек, который решил стать ученым, это единицы, и они сами выберут свой путь? Или популяризация необходима? Популяризация необходима, и она, конечно же, осуществляется, и движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, где я являюсь рядовым участником, и Совет молодых ученых и специалистов, где я председатель. То есть это различные мероприятия, конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан», «Лучший молодой преподаватель» города Казани, сайнс-слэмы, участие членов движения в различных просветительских акциях, например, Всероссийского общества знания, и мероприятия внутри вуза, это мероприятие к Дню российской науки, к 8 февраля. Мы, например, проводили викторину от истории, альма-матер к истории города и так далее. Множество мероприятий существует, это все реализуется, и я считаю, все это нужно. Конечно, популяризация – дело хорошее, это возможность на простом общедоступном языке сказать научное, передать некоторые научные знания широким массам. Есть опасность, однако, при популяризации сведения знаний, именно некое упрощение знаний, ну и замена, когда есть соблазн у слушателей замены популяризации собственному познанию. Познание, конечно, должно осуществляться и через обращение к литературе. Вот. Но популяризация должна быть, популяризация нужна, важна, и это осуществляется. Но, однако, уже меры по сохранению, так скажем, молодежи в науке, это второй вопрос. Я считаю, их и нельзя придумать, потому что аспирантура, она отсеивает уже тех, кто не готов к дальнейшей научной деятельности. То есть, если прошел горнило жернова аспирантуры, то ты уже, в принципе, состоявший, то ты можешь состояться как ученый. Ну, это уже это начальный путь, да, начальный путь. Потому что аспирантура, она показывает, что здесь необходимо трудолюбие, умение идти малыми шагами к большим целям и все время познавать что-то новое, все время чему-то учиться. И вот если человек в этом всем себя сохраняет, и это им по душе, то он может дальше продолжать. А кого сегодня можно считать, в принципе, молодым ученым? Вообще, что есть такие, ну, некие цифровые, количественные, качественные показатели? Официально, законодательно этот статус сейчас не закреплен пока, но чаще всего указываются данные. Это аспиранты до 30 лет, кандидат наук до 35 и доктора наук до 40. Это те данные, которые встречаются, например, и в конкурсах, которые нацелены на молодых ученых. То есть, в принципе, сегодня вообще вот между молодым и старым ученым, между молодым и пожилым ученым, да, мудрым ученым и так далее, существует какая-то, ну, бывает же доцент пожилой, доцент молодой, какая внутри конкуренция? Или это процесс наставничества? Или вообще ученые настолько индивидуалисты, что они, в принципе, избегают определенного круга общения, дабы пока не делиться своими идеями? Скорее, здесь могут быть все варианты перечисленные. Но в целом, конечно, процесс идет дружеского взаимодействия, и это важно, потому что важно развивать научные школы, и здесь именно только путем преемственности или же корректировки каких-то устоявшихся подходов в той или иной школе.
Ну, то есть молодое поколение, оно должно перенимать позитивный опыт старшего поколения и корректировать уже в соответствии с условиями нового времени. Но при этом в условиях достаточно жесткой конкуренции, я так понимаю, в том числе с очень мудрыми наставниками в этой ситуации. Порой, да. Какие самые болевые точки современной науки вы бы выделили? Я не знаю, возможно, действительно необходима дополнительная поддержка ученых, да, в принципе, либо что-то сложнее, проблемы с внедрением своих проектов, вот, в принципе, в жизни, да? Что из таких ключевых, которые сегодня уже явно необходимо решать? Конечно, это финансирование, оно осуществляется, существуют программы поддержки, гранты, конкурсы и так далее, но в целом оплата труда, в первую очередь, вопрос оплаты труда, вопрос большой занятости, то есть именно высокой учебной, преподавательской нагрузки, вопросы цифровизации в образовательном процессе и в процессе научного поиска. Это тоже еще в процессе решения. То есть нельзя сказать, что мы уже в постиндустриальном цифровом обществе полноценно живем. Это все еще на, скажем, зачаточном уровне. Но в первую очередь это, конечно, финансирование и социальная поддержка. Выделение ипотеки. Она существует, но тоже там есть ряд своих критериев. Опять критерии, требования, ожидания, да, очередь. Да. Самое что интересное, жилье есть, и порой даже претендентов нет. В 2019 году я ходила в управление по жилищным вопросам при исполнительном комитете Казани по долгу общественных дел, и там около 2 часов специалист, собственно, с трепетом объясняла, что и как нужно вот молодым ученым, потому что существует программа доступная «Жилье горожанам» программа и 2007-2027 года, и подпрограмма «Доступное жилье», и также определенные условия для молодых ученых. Поэтому кому эта тема актуальна, важно или звонить им, или сходить к ним. Вот. Или обращаться к вам. Да. Обращаться в совет. Да, совет сделал большую работу, мои предшественники, то есть прежние председатели Совета молодых ученых и специалистов создали вообще целый сборник, целый справочник. Его можно найти на сайте Совета, сайте СМУС Казани, справочник по мерам господдержки для молодых ученых Казани и Республики Татарстан. И там собраны все материалы о конкурсах, грантах и социальной поддержке. Ну, вот мы сегодня очень часто проводим в школе работу патриотическую, я не знаю, там популяризируют ту или иную сферу, область знания. Как вы считаете, нужно ли, я не знаю, ученикам начальной школы, средней школы, в принципе, знакомить с наукой, общаться с учеными, чтобы помочь определиться в дальнейшем выборе? Надо это или нет, и что для этого нужно? Да, я считаю, должны быть определенные меры и могут проводиться определенные акции для привлечения школьников уже в науку. И важно, может, даже корректировать саму систему школьного образования. То есть, допустим, перенимать имеющийся опыт и вводить должность тьютера или наставника, скажем, который бы со средней, может быть, школы выстраивал индивидуальные траектории развития. Понятно, это очень сложно при большом количестве учащихся, но может быть как экспериментально. Но это вот один из моментов. Да. Конечно, развивать кружки имеющиеся и проводить лектории с привлечением молодых ученых. Можно делать ряд мероприятий онлайн. Это тоже делается. И у меня у самой был, кстати, хороший, интересный такой опыт. Привлекала, когда платформа «Я-класс». Они делали стримы и передачи для детей всей страны, и это достаточно интересно. Вот. То есть популяризация должна быть, и она, конечно, будет привлекать. Ну и развивать все то, что и так есть. Это олимпиады, конкурсы. Можно более широко делать лагеря с научным уклоном, с какими-то определенными профилями, и профилями с научными сменами. Сейчас этого нет, и, насколько я знаю, нет, да, может быть, вы меня в этой ситуации как раз скажете, что я не права. И какая помощь нужна тогда, чтобы воплотить вот эти все идеи?
Отчасти это есть, но можно сказать, что важно расширение, да, и масштабирование, конечно. Ну, то есть это должны быть республиканские гранты, специальная программа, да, исполком, ну, муниципальная, республиканская, федеральная в этой ситуации, я правильно поняла? Ну да, да. Я не знаю, вот я тоже как мама, и вы, постигающие материнскую науку, стоит ли маме как-то, в принципе, ну, обнаруживая в ребенке некие таланты, в принципе, ставить такую задачу, что мой ребенок станет ученым, я хочу все для этого сделать. И в этой ситуации как должна себя вести мама, чтобы скорее ребенок не то стал ученым, а имел вот эту возможность, страсть к исследованиям, да? То есть вот какие лайфхаки для родителей или для своей дочери будете применять, чтобы она, в принципе, могла стать... Ну, ученый же это звучит и гордо, и широко. То есть, в принципе, можно быть, не имея званий и степеней, но, в принципе, постигать в этой жизни науки в разных сферах. Я бы Какие хотела поделиться собственным опытом, то есть именно материнским пока еще не могу, а наоборот, как дочь своей мамы, когда я была подростком, мама, конечно, очень помогала при подготовке к конференциям и различного рода мероприятиям, которые проводились в школе. Я училась в гимназии номер 96, и была конференции, у меня была тема исследования, связанная с символикой в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». И мы с мамой пошли целенаправленно в Национальную библиотеку Республики Татарстан. Тогда она располагалась в доме Ушковой еще. И вот мама помогала собирать материал. Дедушка же помогал с уже более такой работы более серьезной и более крупной, более масштабной, уже по истории семьи. Он бережно собирал этот материал, было генеалогическое древо, и я участвовала в конкурсе «История моей семьи. Страницы многовековой истории Отечества». Вот. Ну, так что тут уже за пределы матерей я начала говорить. Но в целом семья, я считаю, должна поддерживать такие инициативы. То есть если получается у ребенка в каких-то науках, ну или в рамках школы по каким-то предметам более углубленно что-то постигать, есть к этому интерес, самое главное, считаю, что должен быть свой интерес, не навязанный кем-то, то нужно только помогать, способствовать, вместе искать литературу, показывать какие-то полезные ресурсы, отыскивать их совместно или же находить специалистов, связанных с этой темой. В общем, вовлекаться в процесс поиска. И самое главное – это, как говорится, давать удочку, а не рыбу. То есть именно направлять на процесс познания. Как ученый, как молодой ученый сейчас, каких вершин, в принципе, желает достичь ученый? Я сейчас речь говорю либо амбициозно там, в карьере академик там, Академии наук, либо там, Российской Академии наук и так далее, либо для ученого вот в этой ситуации, либо разные ученые, которые определяют, я хочу вот доказать, я не знаю, создать, вдохновить, то есть каждый в своей сфере. Вот у вас какое определенное мечтание и до каких вершин вы бы хотели дойти? Ну, пока еще это дальнейшие планы, но, конечно, есть идеи и мечтания о докторской. О чем она может быть? Какой период истории или какие события из новейшей истории России сегодня для вас представляют вот такой жгучий интерес исследовательский? В кандидатской диссертации была посвящена взаимодействию власти и творческой интеллигенции в Республике Татарстан в период перестройки. Что в дальнейшем, пока еще сказать сложно, но я думаю также, вот область интереса – это советская история, позднесоветская история, история культурных, социокультурных процессов. Может быть, наоборот, что-либо связанное с исторической памятью и Казанью. То есть, может быть, сузится, потому что, на самом деле, мне роднее всего мой любимый город Казань. Возможно, отражение памяти о Казани через призму деятелей культуры или вот... А вы считаете, там еще много белых пятен? Ракурса. Именно в проблемах вот, исследований памяти, да, существует такое направление исследований памяти или memory studies. И это не столь
Это именно методология, это не то, что о каком-то конкретном периоде, а вопросы, как сохраняется память. Это очень интересно, на мой взгляд. То есть, что да, могут быть преломления, даже если собираем воспоминания, конечно. И вот интересно сопоставлять, например, воспоминания с архивными данными. Воспоминания, они архивные данные как-то дополняют, или же порой могут идти в противоречие. И здесь нужно разбираться уже, а где же, как оно было. Или почему та или иная группа лиц помнит вот какое-то событие именно так. Именно так. Да. Хорошо, Ирина, в завершении интервью все-таки я добавлю, что вы были призером конкурса «Молодой ученый». У вас, в принципе, есть и общественное признание сегодня, да, без которого ученый, мне кажется, в принципе не может состояться, в том числе, потому что это необходимо. Но в завершении интервью у меня традиционный вопрос. На какой жизненный вопрос вы, как ученый, до сих пор не можете найти ответ? Что со справедливостью, любовью к родине, отношениями в семье. На то ученый и есть ученый, что Ирина сейчас задумалась. Я надеюсь, что она найдет ответ на этот вопрос в своих следующих диссертациях. Я благодарю всех за внимание. Всего доброго. До свидания.